программа о главном. Сегодня в студии для вас работаем мы, Екатерина Карпохина и Владимир Сенюшкин. Здравствуйте! Сегодня о главном мы поговорим с Егором Афанасьевичем Борисовым. И первой темой, о которой мы с вами поговорим, будет бюджет республики. С учетом сложной экономической конъюнктуры у нас в стране, каковы особенности бюджета республики в 2016 году и почему вообще было принято решение о переходе к однолетнему бюджетному планированию? Ну, вы знаете, как раз сегодня это время, когда мы формируем задачи 2016 года. Это речь идет о наших экономических задачах. Ну и, соответственно, сегодня формируется бюджет будущего года. Последнюю конкретную установку с учетом анализа, с учетом рассмотрения тех или иных текущих моментов, которые сложились в республике, и правительстве, в том числе, когда обсуждали эти вопросы, мы уже сформировали основные параметры. Я перед правительством поставил более четкие задачи, и они исходят из тех установок, которые я уже давал в августе месяце. Мы, прежде всего, должны базироваться на 2015 году, потому что те прогнозы, которые мы уже ждем, и плановые показатели исполнения бюджета этого года, они будут как раз и основой формирования следующего года, и планов, и в том числе бюджета. Что это означает? Прежде всего, я хотел бы, что мы понимали, что происходит в республике на фоне нашей страны, когда экономическая ситуация достаточно сложно формируется, и санкции, которые оказывают как давление в западных стран по отношению к России, они дают определенные свои последствия. Прежде всего, это связано, скажем, по доступности финансовых ресурсов, то есть даже в банках, когда люди идут, обеспечивая получение своих кредитов, не могут получить, потому что и ресурсов не хватает, и лизинги, и платежи у нас очень дорогие стали. Ипотечное кредитование в начале года вообще было недоступно. Вот на фоне этого мы в республике в начале года формировали план действий по преодолению этих трудностей. И это план мероприятий сегодня полным ходом работает. Но в результате получается так, что мы с учетом взаимодействия с крупными нашими партнерами, хозяйствующими субъектами, с малым и средним бизнесом, мы видим, что в республике картина немножко иная, чем в других субъектах, в том числе в целом по стране. Мы по итогам 9 месяцев и по прогнозам уже по году, уже 15-му, по основным экономическим показателям будем выглядеть намного лучше, чем в прошлом году. Хотя темпы роста по валовому региональному продукту, по промышленной продукции, по, скажем, другим отраслям, они, может быть, немножко убавились там, по темпам, но при этом рост будет наблюдаться. Это самое главное. Потом на прошлой сессии, с учетом того, что у нас экономика более устойчиво работала в этом году, налоговые платежи тоже увеличились. И мы изначально, если базовый документ бюджета республики принимали в одних параметрах, то в конце года у нас наблюдается перевыполнение, и вот и откорректировали с точки зрения роста доходов. И, соответственно, по результатам рассмотрения парламента мы сократили дефицит и приняли определенные дополнительные расходы. Это все заложило фундамент рассмотрения вопросов уже на 2016 год. Почему мы принимаем, во-первых, годичный такой бюджет? Потому что и страна приняла такое решение, в том числе мы, потому что в конце прошлого года, в 4-м квартале, мы почувствовали, что параметры, связанные с ценой на нефть и курс доллара меняется очень резко. И эта ситуация сегодня сохраняется. Вот в таких колебаниях планировать трехгодичные бюджеты очень сложно. Поэтому приняли решение пока дождаться более устойчивой ситуации, и мы бюджет 2016 год рассматриваем
как исключительно на 1 год, но при этом я дал поручение правительству республики формировать при этом на уровне правительства 3-годичный финансовый план, чтобы мы все-таки по тем своим видениям, которые определили по курсу, по доходам нашим, именно формировать 3-годичный финансовый план. Это не бюджет будет утвержден как закон, а именно для того, чтобы ориентироваться под свои прогнозы последующие годы. Этим мы будем заниматься. Что происходит и на что мы рассчитываем? Мы рассчитываем, что 2016 год по прогнозам, с учетом работы наших предприятий, экономические параметры сохранять темп роста. Это имеется в виду валовой региональный продукт будет расти. Инвестиции в экономике – это самый главный параметр, показывающий развитие, будет тоже расти за счет строительства газопровода Сила-Сибирь. Хотя вот в 2015 году Сургутнефтегаз завершил свои большие стройки, также завершил свои большие стройки Мечел, и Алроса тоже вводит шахту. То есть некоторые капитальные вложения, которые планируются, они сегодня как бы завершают свою работу, то и в результате мы чувствуем некоторые сокращения по тем старым проектам освоения средств. Но с другой стороны, взамен идет уже Сила Сибири. Это все подтверждает, что экономика в следующем году будет выглядеть более устойчиво. В связи с этим мы рассчитываем, что бюджет формироваться будет очень тоже более уверенно, как мы сегодня рассматривали риски, рассматривали разные варианты влияния негативных процессов, которые происходят в стране, но при этом мы уровень бюджета прогнозируем такой, какой сегодня принят. Вот это очень важный момент. То есть мы сохраняем все свои обязательства по социальным направлениям, мы будем повышать заработную плату низкооплачиваемым бюджетным категориям, мы поддержим и дальше продолжим поддерживать сельское хозяйство. Мы в этом плане еще и будем бизнес поддерживать, как и поддерживали. Кроме того, все приоритеты, которые заложил в своих посланиях, они будут тоже иметься в виду. В частности, мы планируем в следующем году очень большое внимание уделить строительству жилья, поэтому бюджет возьмет на себя большую нагрузку по поддержке строительства жилья. 600 тысяч квадратных метров жилья построить я поставил задачу перед правительством, перед муниципалитетами. Из них половина будет построена в сельской местности. Что это означает? Это означает, что 5 лет назад республика строила жилье в целом по республике, около 300 тысяч квадратных метров жилья. Примерно столько же будем строить в следующем году только в сельской местности. Поэтому и наращиваем строительство 2 раза по сравнению с 5-летней давностью. То есть, несмотря на общую картину, в республике мы принимаем такие амбициозные задачи. Мы будем продолжать политику переселения из аварийного жилья, в общем, строительство дорог, все это сохранится. Поэтому я хотел бы сегодня просто подчеркнуть, что бюджет 2016 года будет похож на бюджет этого года. Но я накануне уже встречался в связи с этим и с министерствами, Минстроем, Минсельхозом, Минтрансом, Минфином, с Минэкономикой в течение недели. Еще раз детализировал все это направление. И, конечно, в течение определенного времени правительство займется бюджетом более детально и внесет в парламент более таким уверенным, таким настроем, чтобы бюджет своевременно был принят. Игорь, скажите, пожалуйста, в условиях действительно непростой экономической ситуации, кризисной ситуации, пожалуй, особенно важными становятся взаимоотношения регионов с федеральным центром. В конце лета состоялась ваша встреча с Владимиром Путиным, да и вообще вы каждый месяц работаете с правительственными структурами в Москве. Скажите, пожалуйста, эта работа ведется сейчас легче и проще, а может быть сложнее, чем год или 2 назад, когда ситуация была более стабильной? Здесь
я думаю, что мы достигли того уровня, когда взаимодействие с федеральным органом власти достигнуто с точки зрения более уверенного подхода с нашей стороны, с точки зрения доверительного отношения, делового конструктивного отношения, это мы добились. Поэтому говорить о том, что легко или тяжело, это достаточно такое емкое понятие, но при этом скажу, что мы сегодня имеем все возможности убедить федеральный центр по всем сложным вопросам, которые касаются Якутии. Ну, может быть, не легко и тяжело, а плотнее стало это взаимодействие? Но вы сами почувствуете, если сегодня, во-первых, меня при необходимости принимают первые руководители страны, да. Во-вторых, взаимодействие с министром оно настолько плотно, что при любом звонке или при любом появлении проблемы они подключаются к решению этой задачи. Ну и самое главное, они же посещают Якутию. Вот я не хвастаюсь, но подчеркиваю, что полный состав правительства Российской Федерации по разному времени, по разным годам посетила Якутию. Начиная с первого руководителя, кончая даже министром юстиции, который считается в Российской Федерации невыездным, он побывал в Якутии. Вот в сентябре побыли 3 министра, никто, наверное, не заметил об этом. Так, и заместители председателя правительства, генеральные директора крупнейших компаний. Но это такая обычная повседневная работа, без рекламы, без ничего, потому что это важно для субъекта, это важно для решения проблем, которые есть у нас в республике. То есть отношения, они очень такие тесные. Ну, а вопросы бывают разные. Бывают и легкие, бывают и сложные. Да, поэтому в самих отношениях никаких трудностей пока нет. Вернемся, с вашего позволения, в Якутию. Вы уже упомянули о том, что на минувшей неделе провели ряд встреч с коллективами ключевых министерств: Минсельхоз, Минфин, Минэкономики и так далее. Скажите, пожалуйста, что обсуждалось в процессе этих совещаний, какие выводы вы для себя сделали? Немножко подетальнее, чем вы упомянули ранее. И такой вопрос: а сколько длились эти встречи? Этого времени встречи было вам достаточно для того, чтобы сделать какие-то выводы? Для меня важно увидеть настроение людей в той общности, где я нахожусь. Если я с населением встречаюсь, я хочу узнать настроение людей, какие проблемы их беспокоят. А когда я встречаюсь в министерствах и ведомствах, то прежде всего я понимаю, что они являются как бы органом власти, и какую роль они играют, какую ответственность несут, насколько это они решают задачи, которые они поставлены перед ними, и как они видят проблемы, которые у нас в республике есть. С этой точки зрения как раз я и общался на прошлой неделе, потому что сейчас время формировать задачи 2016 года. И с этой точки зрения я понял, что наше министерство, в принципе, они в курсе всех событий, они владеют ситуацией. Но есть вопросы, которые приоритеты, по которым надо их настраивать, их как-то в этом плане подключать, сконцентрировать. Вот здесь, конечно, вопросы возникают. Но в частности, вот Министерство сельского хозяйства. Я постоянно держу под контролем деятельность этого министерства. Мы в прошлом году обсуждали вопросы на 2-м съезде сельхозпроизводителей. Там люди очень много говорили. На что обратить внимание? Это имеется в виду создание материальной базы по переработке, по хранению сельхозпродукции. Это сегодня является основополагающим для того, чтобы гарантированно сбывать продукцию, собирать у людей продукцию. Но это вопрос, например, системно не решается. Или вопросы поддержки наших людей на местах. Государство помогает нашим товаропроизводителям определенными субсидиями, деньгами и так далее. Но при этом люди, которые работают непосредственно на производство, например, есть крестьянское хозяйство, а там есть у него скот, корова, их доят дояры. Зарплата, уровень зарплаты этих дояров очень маленький, скажем, 15-20 тысяч рублей, а доходы, которые получает крестьянское хозяйство, они не соотносятся с этими доходами дояра. Поэтому я давал установку создать условия, чтобы гарантированно доярка получили не менее 25-30 тысяч рублей. Этот механизм еще не отработан. В Минстрое у нас сегодня возникают проблемы, связанные строительством жилья для многодетных семей. Мы
как бы всему народу объявили, что их будем поддерживать. Земли выделили, а для того, чтобы жилье построить, там электричество, воду не подвели, участки до сих пор пустуют, жилье не строится. То есть это можем даже на примере города Якутска видеть. То есть вот такими проблемами, которые волнуют людей, но по которым недостаточно работает министерство, я обратил внимание. И это Минтранса касается, потому что по Минтрансу у нас проблемы перевозки, например, летом людей в Кангаласском улусе, например, до конца не решены. Вот по южным настигам, по берегу реки Лена, там очень сложно добираться. А там скоростных транспорта нет, а есть наши суда, которые сутками плавают. А людей это не интересует. Людям хочется комфортно, быстро ездить туда-обратно. Вот в этих вопросах стоимость билета очень дорогая. Как это обратить? Какие механизмы создавать? Вот в этом плане, конечно, министерства должны более четче и более конкретно поработать. Вот это, на это я обратил внимание. А что касается Министерства экономического развития, то я им поставил задачу следующую. У нас есть вопросы, по которым мы постоянно работаем. Это крупный бизнес, это малый и средний бизнес. Мы по ним работаем очень как бы тесно ведем, и работаем, и настраиваем. Но есть прорывные как бы направления, которые всегда были у нас, но они сегодня как-то очень сдали свои позиции. В частности, это речь идет ювелирное гранильное производство, это у нас переработка леса, это заготовка леса, или еще другие отрасли. Сильно сдали позиции. Да. Вот я сказал, давайте обратить теперь внимание на эту отрасль, чтобы мы поддержали, чтобы создать какие-то программы, чтобы их поддержать и создать определенные условия развития. Вот такие вот, в общем, каждое министерство имеет какие-то особые проблемы. Вот Минфин тоже самое требует. Минфин, ну, очень консервативное такое министерство. Они работают по бюджетному кодексу, по законам, как будто они сидят и вроде нормально работают. Но есть вопросы, по которым надо обратить внимание. То есть сегодня и депутатов, и везде, у людей даже есть сознание, что когда бюджет рассматривается, они обращают внимание только на расходную часть. Все хотят делить деньги. А вот чтобы делить деньги, надо иметь этих денег. То есть это доходной части надо работать. А доходная часть откуда идет? Это налогов, от определенных платежей в соответствии с законом. Они как получаются? Эти доходы должны расти. А как должны расти? База, которая есть, она должна тоже как-то развиваться. Вот в частности, у нас налог на имущество – это один из самых хороших налогов, который дает доходы. Но само имущество, оно у очень многих юридических лицах, у многих физических лицах, оно не зарегистрировано, они налога не платят. Ну, да. Да, поэтому если Минфин поработал, чтобы эта работа была проведена по регистрации имущества у физических и юридических лиц, налоги увеличились. Или там по другим платежам, по земельному налогу, это самый базовый налог для муниципалитетов. На земле тоже вроде хозяин есть, но они не зарегистрированы, налог не платят. Ну, может быть, это дело надзорных органов, а Да, нет, но не это все Минфина. в наших руках, это республики. Это должен инициировать, как заинтересованная сторона Министерства финансов. Понятно. Вот такие замечания, такие направления были сделаны вот в работе с этим министерством. Сейчас в республике идет активное обсуждение закона о развитии сельского хозяйства. Каким образом будут учитываться мнения людей? И вот для чего вам это обсуждение? Что оно вам даст? Ну, во-первых, мы должны иметь определенный закон о развитии сельского хозяйства с учетом того, что есть федеральный закон. С другой стороны, мы сегодня должны понимать, что сельское хозяйство – это основа основ для жизни на селе. Другой отрасли нет, которая определила бы развитие в целом села. В-третьих, исторически сложилось так, что у нас в республике произошло уже испокон веков как бы разделение труда. То есть это я хотел подметить обязательно, чтобы понимали, русскоязычное население сегодня представляет промышленность. Это исторически сложилось. Никто их никого не заставлял, а село традиционно представляется коренным населением, потому что это тоже исторически сложилось так. Поэтому, когда мы говорим о сельском хозяйстве, то мы должны понимать не только вопросы экономики, не только вопросы. Это очень важно, чтобы мы понимали, что это есть и культура, и традиции коренных народов. Поэтому сельское хозяйство как бы выходит за рамки
общих понятий экономических. И мы должны в связи с этим уделить особое внимание. Мы за все эти годы, когда занимались переходом на новые условия жизни, когда общественный политический строй изменился с одного строя на другой, то мы, конечно, искали пути развития, разные пути, разные механизмы. Но мы при этом в Якутии всегда поддерживали сельское хозяйство. Поддерживали для того, чтобы сохранить, чтобы не потерять эти сельское хозяйство. С этой задачей, в принципе, за эти годы мы справились. То есть сельское хозяйство само по себе существует. Мы населенные пункты, которые есть в сельской местности, не сократили при всех сложностях. Если мы поедем по центральным областям и краям Российской Федерации, то мы увидим, там десятки, тысячи поселков закрыто. Этого у нас не произошло. Но при этом очень сложно жить и иметь доходы в сельской местности. И пришло время сегодня выработать определенные правила игры, как нам дальше развиваться в вопросах сельского хозяйства. Поэтому было поручение года 2 назад, чтобы разработать закон о развитии сельского хозяйства. Этот закон базировался, законопроект, который был разработан нашим министерством и соответствующими структурами на базе закона Российской Федерации о развитии сельского хозяйства. Но это законопроект, который был выработан, не обсуждался на уровне парламента республики, на уровне министерств, ведомств и на общественных слушаниях, он все-таки не подчеркивал особенности нашей Якутии. Потому что введение сельского хозяйства в Якутии – это абсолютно другое хозяйство, чем в Центральной России, в южных субъектах Дальнего Востока. Здесь особые климатические условия, особая транспортная доступность, это огромные территории, ограниченные сельхозугодия и так далее. То есть есть определенные особенности. В связи с этим я, когда изучил представленный уже законопроект, я сказал, что такой закон не пойдет. И сам подключился в разработке нового закона, и в этой весной со специалистами выработали новый законопроект. Вот этот законопроект, он абсолютно другой, как был представлен до этого. Вот и эту работу я опробировал в населенных пунктах, встречался с фермерами, встречался с руководителями муниципалитета, подсобными хозяйствами, организаторами сельхозпроизводства. Мы обсуждали в Черовчинском районе, в Пусалданском, в Верхневелийском. И как они оценивают? И тогда, когда они посмотрели, поддержали, что такой закон приемлем, тогда я дал задание обсудить широко. Вот это обсуждение сегодня идет. Теперь как мы должны это делать? В районах, там, где заинтересованная сторона есть, это производители нашей сельскохозяйственные и другие должны обсуждать. И сегодня в департаменте сельского хозяйства правительства все собираются это предложение, которое сегодня озвучивается. Предложения разные. Я тогда обратился к людям, к народу, чтобы этот закон был обсужден очень конструктивно. Обратился ко всем политическим партиям республики, региональным отделениям. Участвуйте. Я в своей оппозиции, так называемый, тоже обратился. Участвуйте. Любое конструктивное предложение будет услышано и принято. Поэтому сегодня идет очень крепкое такое обсуждение. И думаю, что где-то к 10 ноября мы закончим эту работу. Вот как вы относитесь к тому, что Эрнст Березкин разработал и публиковал альтернативный вариант закона о развитии сельского хозяйства? Ну, если у них есть предложение, то если бы это не популистские, мы будем рассматривать. Если популистские, как они раньше говорили, вот половину бюджета отдайте сельскому хозяйству или еще что-то отдайте, такие, конечно, приниматься не будут, потому что они нереальны. А мне надо, чтобы мы принимали закон реально работающий, нужный, чтобы правила игры люди понимали в любом направлении сельского хозяйства. Вы уже упомянули, Егор Афанасьевич, о том, что в 2016 году в Якутии планируется ввести 600 тысяч квадратных метров жилья. И уже сказали, что половина из этого будет построена на селе, а половина в городе. А какая часть будет отдана под упомянутое уже переселение из ветхого и аварийного жилья, а какая под коммерческую реализацию? И как вы думаете, та часть, которая будет отдана под коммерческую реализацию, эта часть будет куплена населением, потому что, в общем, непростое время? Мы должны понимать следующее. Мы
по строительству жилья у нас очень много механизмов, которые мы пытаемся реализовать. Тот опыт, который имеем, и тот опыт, который имеется и в целом по России, и в том числе тот опыт, тот механизм, который мы сейчас собираемся выработать по поддержке, особенно вот в сельской местности, и по тем программам, которые мы реализуем в целом. Мы сейчас их собираем кучу, это и по Минсельхозу есть, и по Минстрою есть, и потом даже можем вернуться к тем, которые в свое время работали, потом приостановили. Например, так называемый пилотный проект, который в Якутске работал. Как раз в Минстрое, когда мы встречались, обсуждали эти вопросы. Какие механизмы могут быть эффективными. Самое главное сегодня, я поставил перед Минстроем задачу, чтобы перед правительством, чтобы механизмы были понятными, доступными в восприятии. А то у нас бывают такие механизмы нарисованы, что ни один человек даже захочет, идет, смотрит, а у него по каким-то критериям не подходит. Берет вторую программу, и там вдруг смотрит, и вроде нравится, но опять какое-то дополнительное условие ставится, опять не получается. Но чтобы у него был выбор, с одной стороны. Но с другой стороны, механизм сам по себе упрощенный должен быть. Это во-первых. Во-вторых, что касается программы переселения из аварийного жилья, это для нас совсем новое дело. Вот когда я начал работать президентом республики, я сразу заявил об этом, что будем заниматься этой проблемой. И мы вышли на федеральный уровень, и большой объем денег будем расходовать. Если мы в 2016 году на жилищное строительство за счет бюджета будем расходовать примерно за 5 миллиардов рублей, то мы около 3 миллиардов дадим опять на переселение. То есть переселение из аварийного жилья, если раньше, в ранние времена, если какие-то решения принимали, то мы принимали в основном по городу Якутску. А сегодня эта программа работает по всей республике. В любой районный центр приезжайте, вы почувствуете, что мы ведем разными темпами, где-то ускоренными темпами, где-то, кто как относится, где-то медленными темпами, но занимаемся этой проблемой, переселяем людей из аварийного жилья. Но при этом решение этой задачи требует очень длинных сроков. Потому что 5% жилья, то, что есть в республике, это аварийные. А в России это составляет всего 1,5%. Да. Да, в Дальнем Востоке 3%. А у нас самый большой объем аварийного жилья. Ну, условия вы сами знаете. В этом случае мы должны все-таки ввести, во-первых, освоить очень много денег, очень много. Примерно для того, чтобы решить полностью по республике эту задачу, надо было иметь примерно 120 миллиардов рублей. Когда мы приняли программу на 2012 год, 1 января, нам потребовалось только вот по списку, который был до этого, нам надо было иметь 30 миллиардов рублей. Вот с этой задачей мы сейчас и работаем. Вот в следующем году из этого объема 600 тысяч квадратных метров жилья 20% будет занимать вот это аварийное жилье. Теперь, что касается некоммерческих объемов, то мы считаем, что в начале 2015 года были определенные проблемы. В основном некоммерческие проекты идут через ипотечное кредитование. Люди берут кредиты и идут на коммерческое... А работает ипотека? Да, ипотека в начале года застопорилась. Да. В целом по республике, в целом по стране. Но мы приняли определенные меры для того, чтобы ипотека сама по себе ожила, и она сегодня в Якутии уже как бы определенным образом уже через использование механизма Алмаз-Агентбанк, это наш банк, мы ее поддержали, этот банк, в результате ипотека через нее, и кроме того мы уставный капитал нашей ипотечного агентства Республики РИА тоже уставным капиталом усиливаем и начинаем новый период запуска этих проектов. Поэтому у нас пока сегодня трудности есть, но мы, как в целом в других субъектах или в целом по стране, не тормозились. Мы уже начинаем оживать. Но и эта работа будет продолжена в следующем году. На что мы надеемся? Во-первых, уровень зарплаты, уровень доходов населения резко не сократилось. Номинальный уровень зарплаты растет, но единственное, съедается за счет инфляции. Но это все-таки уровень сохранился.
С другой стороны, темпы строительства не сокращаются. И в-третьих, мы все-таки ставим требования и понимают наши строители, застройщики о том, что квадратный метр резко поднимать не надо. Вот это сейчас главный параметр. Если это выдержим, то мы коммерческие объемы тоже в следующем году будем осваивать. Есть предпосылки это выдержать? Да, есть, потому что все-таки мы сегодня вот по этим трем параметрам, если сохранимся, то люди пойдут. Да. Раз уж мы заговорили о жилфонде, вообще об аварийном жилье, стоит вспомнить случай, который произошел в августе в городе Якутске. Дом начал разрушаться по проспекту Ленина, 27. Тогда вы лично взяли под свой контроль ситуацию. Вот как сейчас обстоит ситуация и почему вы должны решать проблемы городского уровня? Каждый руководитель имеет свой стиль работы, свою ответственность, уровень ответственности. Если с этой точки зрения подойти, то, конечно, смотрите, чтобы рядом с домом правительства падает жилье и не быть слепым на это, с моей стороны было бы, конечно, вообще некрасиво, некорректно. Это одно дело. Но самое главное, я когда вступал в должность и президента, потом главы республики, определил приоритеты. Конечно, это приоритеты известны людям. Прежде всего, это, конечно, речь идет о сельском хозяйстве, прежде всего, это речь идет о промышленности, потому что промышленность – это базовая отрасль, за счет которой живет вся республика. Мы приоритетом определили Арктику. Мы принимали даже целый год, и мы повернули наши и органы власти, и как бы людей наших, чтобы обратили внимание на Арктику. И чем мы сегодня занимаемся. Еще одним приоритетом тогда я определял, и по ним идет очень большая работа, это город Якутск. Это столица нашей республики. Наверное, многие знаете, 5 лет назад как выглядела город Якутск, столица наша. Но надо это было подтвердить конкретными делами, и были приняты решения с моей стороны выработать для Якутска конкретные направления развития. Что я сегодня выдерживаю, это что требую. Вот первые шаги были сделаны в связи с подготовкой в 2012 году игр «Дети Азии». Было вложено в город Якутск со стороны республики 12 миллиардов рублей. Сейчас, вот в прошлом году был принят указ о поддержке города Якутска, и по дорогам мы очень много средств вкладываем, по жилью, по переносу из аварийного жилья, по строительству социальных объектов. Это же именно реализуется, сегодня то, что делается в городе Якутске, реализуется именно в рамках этой программы. То, что я определил, город Якутск должен выглядеть достойно. И в центре мы уже сегодня можем по центру ходить и говорить, что мы уже что-то добиваемся. Так, поэтому вот эту географию, вот центр, надо расширять до периферии. Открыли детские сады в этом пригородном, строим объекты Мархе и так далее. Это же в пределах вот именно той республиканской поддержки. Если вот в этих случаях, когда мы говорим о том, что мы принимаем решение поддержать город, и городское управление мэрия города Якутска в этом плане должна шевелиться крепко и реализовать этот проект. В этом случае горожане, конечно, будут чувствовать, что делается в целом по республике в том числе. Потому что благодаря именно такой позиции город ожил. А что касается этого здания, то там бюджетные расходы не несем. Я сразу условия поставил. Единственное, жители попросил, чтобы они не ставили условия, чтобы это жилье, которое они получают, было прямо на Ленина. Потому что мы достойное жилье в пределах центральных районов города Якутска дадим. Вот этим 25 семей, из них 20, на 19 уже договорились, как это решить. Еще 5 там имеют определенно какие-то претензии, договариваются, обговаривают. Но в ноябре я давал поручение, в ноябре все вопросы должны быть сняты. То, что мое отношение к таким событиям, оно иногда вызывает определенную даже зависть в некотором роде. Вот помните, вот 4 года назад у нас такой же дом развалился на Бабушкин.
И там я прямо с аэропорта приехал, заехал, была картина очень удручающая. Я дал задание сразу найти расселить, там мы финансирование решили. Построить дом и расселить. Мы это сделали. Ну, вот, потому что я ехал в порт, меня объявили, я заехал, а там люди ходят и плачут, и просто страшно было. На этот раз примерно то же самое. Но сейчас хотят, чтобы я ко всем домам подъезжал. Но это, наверное, нереально, не объективно, но с другой стороны, когда беда есть, надо всегда как-то иметь, быть причастным к этим делам, попытаться, насколько возможно, решить эти задачи. Это обязательное требование ко всем руководителям любого уровня. Вот с этой точки зрения я обращался ко всем руководителям администрации районов и так далее. Летом этого года Якутская государственная сельхозакадемия не получила аккредитацию по экономическим и юридическим специальностям. Сейчас стоит вопрос, что будет со студентами, которые обучались на этих факультетах. Вы лично на федеральном уровне пытались решить проблему. Вот каким результатом удалось прийти? Но, к сожалению, такая проблема есть. Надо об этом открыто признать. Здесь я не хотел бы кого-то обвинять, просто сама система образования, которая есть у нас и работала не только на территории Якутии, по всей стране, она как-то с точки зрения эффективности, с точки зрения качества образования имеет очень много недостатков. В связи с этим и правительство Российской Федерации, и Министерство образования и науки Российской Федерации приняли решение ужесточить требования. Но при этом, когда вот эта проверка была в Якутской государственной сельхозакадемии, я, честно говоря, не знал. Я узнал совсем поздно. Поэтому никаких шансов потом, что остановить процесс, это сложно, и это невозможно. Это я уже понял, потому что это события происходили в августе. И я вынужден был встречаться вот совсем недавно министром науки и образования Российской Федерации Дмитрием Викторовичем Ливановым. И мы обсуждали этот вопрос. Я поставил вопрос ребром. У меня самое главное сегодня задача, чтобы это дети, которые поступили, поверили, что если лицензии, есть разрешение, они поступили на учебу, получить государственный диплом. Чтобы была гарантия этого государственного диплома тем ребятам, которые учились в ЕГСХ в это время. Вот мы посоветовали с ним и обсудили, и считали, пришли к единому мнению о том, что эти дети должны быть обеспечены условием получения государственного диплома. Вот с этими мы сейчас этим занимаемся. Это что означает? Это означает о том, что мы некоторые, которые ближе к специальности, это в основном речь идет об экономистах, к управлению предприятиями и управлением, в целом вот направлением управления, подвести под там другие факультеты, которые связаны с управлением, с менеджментом. Это приемлемо. А что касается юристов, мы договариваемся с Северо-Восточным федеральным университетом, чтобы они продолжили учебу там, и там получили государственный диплом. И министр это предложение поддержал. То есть сама сельхозакадемия не могла решить это не проблема, только наша Якутская сельхозакадемия, это в целом по стране, ко всем сельскохозяйственным академиям, учебным заведениям поставили требования и уже изымают лицензии, изъяли лицензии у многих таких учебных заведений. Не все главы республик получаются к министру образования и, собственно говоря, вот с такими требованиями, как вы поставили. Да, но с другой стороны, мы упустили, тоже должен подчеркнуть, ситуацию в целом сельхозакадемии. Нам надо было, когда все эти вопросы стояли, если бы более такую наступательную позицию занимали руководство академии, то мы могли бы заранее принимать меры, скажем, превентивные, чтобы переориентировать наших студентов и создавать какие-то другие условия. Но, к сожалению, мы поставлены перед фактом сегодня. Но думаю, что все-таки все это события произойдут без ущерба для наших ребят. Дай бог.
Ну, раз уж у нас сегодня достаточно откровенная беседа, затронем другую тему. В СМИ много шумихи вокруг персоны министра профобразования Дмитрия Глушко. Вот как вы относитесь к тому, что многие, кто высказывается, в том числе и журналисты, достаточно жестко его критикуют? Нелицеприятно, скажем так. Дмитрий Евгеньевич, он очень эрудированный и очень, ну, скажем, уже подготовленный специалист. В этом я абсолютно не сомневаюсь. Но по стилю работы у каждого есть свои недостатки. Так, и у меня есть, и у моих коллег есть. Но и при этом у него по характеру, по всей вероятности, есть проблемы с точки зрения его реакции на те или иные критику или там замечания. И все время вот не один этот случай, не постоянно какие-то появляются проблемы. Поэтому надо иметь в виду именно этот момент, потому что постоянно он где-то как будто он находится под колпаком. Какое-то телодвижение, и вдруг начинают журналисты на это дело реагировать. Но, с другой стороны, Дмитрий Евгеньевич сегодня с теми задачами, которые я поставил перед Министерством профессионального образования, он справляется. Я в этом убежден, потому что в этой системе надо проводить очень много реконструкций, очень много реформирования, оптимизировать и так далее. С этой точки зрения работа ведется. Вот то, что последние события происходят, то сегодня вы должны понимать, что требования к министрам, требования тем людям, которые я назначаю, они очень жесткие. Это связано с многими факторами, особенно с факторами борьбы с коррупцией, с факторами повышения ответственности в целом, с факторами то, что связано, нам необходимо сегодня вести себя таким образом, руководителям и в целом органам власти, что нам необходимо вернуть доверие народа к действиям власти. Я, как руководитель республики, всегда реагирую, когда возникают определенные вопросы, и начиная, насколько возможно, разбираться. И если это мои компетенции, то я обязательно принимаю меры. Но это случай, когда речь идет о... Там два факта подтверждаются, с футбольным союзом и с обучением сына. Но я сегодня давал поручение уже проверить в части учебы сына, поступления в учебу сына. И мы здесь имеем уже свой опыт работы, проверок. Есть департамент по противодействию коррупции, работа с правовыми структурами, который очень интенсивно сейчас начал работать. И через них, и в соответствии с законом, мы проводим проверку. И определенные какие-то вопросы возникли, поэтому сегодня мы считаем, комиссия, которая работала по проверке, и комиссия, которая работает при главе республики по конфликту интересов, считает, что конфликт интересов здесь произошел. Поэтому мера будет принята. Об этом руководители уже знают. Но я просто хочу сегодня еще... Это не только по отношению к Глушко идет, а по другим идет проверки. И вот я просто приведу один факт. В течение своей работы руководителем субъекта, президентом республики, главой, более 60 министров, людей, которые назначаются мною, получили меру взыскания. Кто-то уволен, по этих фактах вы хорошо знаете. Получили выговоры, замечания или несоответствие занимаемой должности. Поэтому с этой точки зрения у меня достаточно четкое такое более требование для того, чтобы повысить ответственность. А что означает сегодня борьба с коррупцией, в моем понимании, по которой я веду большую работу? Во-первых, конечно, это повышение ответственности. На любом месте чиновник, служащий должен чувствовать ответственность, за что он отвечает, за что он должен нести ответственность. Во-вторых, если вдруг какие-то нарушения, он должен почувствовать эту ответственность. На нее надо воздействовать. Этим я занимаюсь. Второе, сегодня очень много соблазнов, которых
пишут люди о том, что люди получают откаты, служащие, особенно при размещении государственных заказов, муниципальных заказов. 3 года назад в республике все органы государственной власти, то есть все чиновники во всех министерствах и ведомствах занимались размещением госзаказов. То есть государственные деньги выделяются, под них заказывается там оборудование, техника, там, книги или еще что-то, мебель, и по ним создавались комиссии, и каждый размещал. Вот это являлось соблазном для чиновников. Каждый мог бы там что-то видеть, где-то выгоду, с кем-то договориться, кого-то уговорить. Я сказал, этого не будет. Я принял решение, ликвидировал все функции заказчика со всех министерств. И сконцентрировал в одном органе, который создал Государственный комитет по заказу. И все чиновники, которые во всех министерствах работали, сегодня не занимаются размещением госзаказов, они не имеют сегодня соблазна, имеют отношение, чтобы где-то что-то выгоды искать. Не получится. Вот эту работу я сделал. Теперь эту работу надо перенести на муниципальный уровень. Вот это первый, вот такой блок большой. Второй блок, это когда вступил в должность президента, я понял, что многие чиновники, когда человек приходит за справкой, там, паспорт оформлять, еще что-то делать, он чувствует, что чиновник начинает с ним торговаться. Вот я быстро сделаю. Вот если ты мне немножко подкрепишь. Или там я буду приходить через месяц, приходить через 2 месяца, а человек вынужден, сам начинает заявлять, дам деньги, давай скорее, пожалуйста. Чтобы этого лишить, чтобы этого не было, нам необходимо было ввести систему одного окна. То есть лишить контакта чиновника с заказчиком этих услуг. Вот и появился многофункциональный центр. И вот этот многофункциональный центр мы сейчас распространяем по всей республике. Когда человек нуждается в каких-то документах, в каких-то услугах, он не должен видеть чиновника. Пойдет чиновник и начинает опять договоренность. Поэтому вот это лишить, это будет уже еще один шаг по борьбе с коррупцией. Вот такими шагами мы должны двигаться и исключать и заниматься. И последнее, вот то, что я вначале говорил, повышение ответственности, начинать надо с себя, своим живым примером. Про меня много пишут, но ни одного факта не подтвердят. Понимаете? То есть главное, чтобы с самого себя начинать. Тогда мы в этом плане очень много хорошего сделаем. Тогда и доверие к власти придет. Совершенно разумно и своевременно, но с другой стороны вы правильно сейчас заметили, что сами блогеры иногда порой создают атмосферу нетерпимости и порой перебарщивают в этом. И вот следующий вопрос, он так монтируется с предыдущим. 24 сентября произошло крупное ДТП с участием народного писателя Якутии Николая Лугинова, унесшего жизнь годовалого ребенка. И интернет-сообщество сразу накинулось на писателя с обвинениями, несмотря на то, что дорога – это жизнь, а от аварии никто не застрахован на самом-то деле. Вопрос в другом. Как вы считаете, присутствует ли в нашем обществе атмосфера нетерпимости, агрессии? И если да, то с чем это связано? По отношению к Николаю Алексеевичу, конечно, это несчастье. Факт состоялся, несчастье произошло, трагедия. Но при этом я всегда относился к таким вещам очень, с одной стороны, как-то осторожно, потому что в каждом случае решается судьба человека. И при этом я должен подчеркнуть, что человек должен нести адекватно по закону ответственность. Другого варианта нет. Иногда про меня говорят о том, что вот Егор Афанасьевич кому-то там может обратиться, кому-то помочь. Многие, кто рядом со мной, это хорошо знает и ко мне не обращается. Николай Алексеевич, если бы не знал, он ко мне бы тоже обратился. Сказал бы, Егор Афанасьевич, вот ситуация такая, давай помоги мне. Но он знает мою позицию, он ко мне не обращается. Я, например, за всю свою деятельность, Верховному суду, например, республики, ни разу не обратился. Хотя они подозревают, там всякие рассказывают, ни разу. Я единственный раз обратился по отношению одного человека, когда речь шла о рассмотрении дела на коллегии. Не в Верховном суде, а на коллегии.
когда люди, много народа обсуждают. И тогда я просто обратился, в связи с тем, что ко мне обратился с заявлением человек, и это заявление я переадресовал коллеге, потому что речь шла, он не адресовал, сказал, соблюсти объективность рассмотрения дел. Все, я отправил. Вот это единственный случай был. Больше в моей жизни не было такой практики. Поэтому с точки зрения ответственности человека, с точки зрения, это должен определить суд и закон. Конечно. Ну а что касается второй части вопроса, о том, что агрессивности, если нет, во-первых, я по себе это знаю. Потому что определенная группа людей или определенная группа, которые ищут какой-то интерес и решают свои узкие интересы, они постоянно на мою персону нападают. Постоянно. Это я знаю. И я по себе это чувствую, знаю, так? Но я не реагирую, потому что я вижу, что вот эта агрессивность, это состояние определенного круга лиц в свое время когда-то пройдет. Потому что нам пережить надо это время. Поэтому тогда, когда речь шла о таких вещах, когда вот говорят мне, ну давай судись, там, затыкай рот, там, еще такое, я говорю, терпите, и со временем все это произойдет. Если посмотреть ситуацию десятилетней давности и сравнить с сегодняшней, небо и земля, там еще хлеще было. Так. И сегодня все-таки потихоньку все это идет. А в чем причина, что такая агрессивность появляется? Те люди, которые преследуют свои цели, ну, кто-то зарабатывает на этом. Потому что не на чем зарабатывать, и они на этом зарабатывают. Чьи-то заказы выполняют. Или обиженные есть, да, которые каким-то образом хотят это отбить свою обиду таким макаром. Поэтому есть люди, которые просто этим занимаются. Им интересно этим заниматься. Кому-то больно делать, кому-то что-то делать. Все это уйдет очень просто. Уйдет в том случае, если мы подведем это под персональную ответственность. Если бы каждый, кто пишет такие вещи, подписался бы своей фамилией, именем, отчеством, то он через определенное короткое время, мы увидим, у нас все порядок. Но сегодня допускается анонимность, сегодня допускается, человек, если он анонимный, он может идти. Если скажут, мы тебя не видим, мы тебя не слышим, он пошел бы и грабить банк. Абсолютно спокойно пошел, потому что анонимно пошел и грабил. Никто на него обращать внимания не будет. В этом случае они вот этой напряженностью, этим своими действиями, они не добиваются того, чего хорошего якобы хотят добиться. Другой проблемной темой является то, что региональное отделение Общероссийского народного фонда выступило с критикой по поводу закупки госсобранием ЛТМ 17 автомашин на сумму 25 миллионов рублей. Вот как вы считаете, такие траты, они необходимы? Но, к сожалению, траты такие необходимы с точки зрения приобретения машин. Потому что мы живем в таких условиях, у нас железной дороги нет, у нас авиатранспортом каждый день летать невозможно, вертолетом летать невозможно. В ближайшие районы ездить, по населенным пунктам ездить, нам машины нужны. Для депутатов, для государственных служащих, для ответственных людей. Они работают на это. Очень много езжу. Летаю, езжу на машинах. Это для нас не предмет роскоши, для нас это рабочий инструмент. Но, с другой стороны, когда речь идет о выборе техники, то, конечно, здесь перебарщивать нет необходимости. Вот есть машины, но сегодня в республике иностранной марки машин очень много. Буквально 60 с лишним процентов населения имеет иностранные марки машин. Но это не говорит о том, что мы должны все переходить на иностранные машины. И у нас в отечественных, скажем, производителей есть хорошие машины. Поэтому выбор определенно какой-то есть. Но когда речь идет о затратах, здесь наши инженеры, наши механики,
подтверждает, что расходы по бензину, расходы по запчастям, они у наших отечественных больше, чем иностранных. Но они так обосновывают, чтобы мы постарались покупать иностранные марки, которые производятся в России. В частности, вот машины Камри для служащих мы покупаем. В Волге не производятся. Вот это первый какой-то такой итог, что мы нуждаемся в автомашинах. Но с другой стороны, речь идет о стоимости машин. Так, здесь, конечно, вот перебарщивают о том, чтобы мы приобретали машины по 5-6 миллионов или по 3-4 миллиона, это, я считаю, нет необходимости. Поэтому вот я вчера встречался с руководителями Общероссийского народного фронта в наше отделение в Якутии, и тогда я предложил следующее. У нас, с учетом того, что надо навести порядок в целом в госзакупках, не только централизовать закупку, еще надо теперь уже переходить на качественные показатели. То есть не перебарщивать, там, не обязательно надо дорогие вещи покупать. А чтобы нормально, культурно было вещи покупать, я попросил ОНФ участвовать при государственных закупках. Я буду устанавливать лимит. Скажу, вот машины по такой-то стоимости дороже нельзя покупать. Или там какую-то мебель для каких-то кабинетов нельзя покупать дороже, чем это. Или еще строительный ремонт ведут какой-то. Я говорю, вот в таких случаях вот, могут дорогие вещи, там мрамор, такие не использовать, такие лимиты будут устанавливать. Ну, дороже какой суммы да. Нельзя покупать. В этом случае он имеет право, вот им идите, участвуйте, проследите. Или кто-то хочет вдруг купить, пусть идет, вам доказывает. Доказывает, и вы убедитесь, что это необходимо. Тогда вы соглашаетесь, тогда будет реализован. Вот такой механизм установлен. Я думаю, вчера представители ОНФ это поддержали. Я вообще-то сторонник того, чтобы у нас общественность участвовала в контроле деятельности органов власти, и в том числе речь идет о общественных инициативах, которые, чтобы мы улучшали свою жизнь, по ведению хозяйства, по решению проблем и так далее. И непосредственно главную роль я отложу на контроль. Для этого я в свое время инициировал закон о общественном контроле. Этот закон принят. Поэтому я вчера попросил ОНФ, давайте мы системно будем работать. Не искать где-то горячие факты, а именно системно работать. Должны делать так, чтобы общественность везде и всюду, и общественная палата, и Народный фронт, и другие общественные советы, которые работают. Я приводил очень много примеров, когда общественность очень активно работает. В Нерингале, в Алдане, в Булунском районе, в сельских местностях. Они же все приносят только пользу. И я своим коллегам, министрам и членам правительства говорю, вы не бойтесь общественности. Вот у нас в республике не только общественность, вот то, что блогеры есть, это тоже хорошо. Когда интернет-издания у нас есть, много у нас интернет-изданий, более 20, которые свободно работают. Около 200 у нас всяких печатных изданий есть. Так называемые желтые, там еще какие-то, и государственные в том числе. Они нужны для нас. Вот это нас подтягивает, нас немножко подстегивает, чтобы мы влево, направо не ходили, потому что это не нарушали законы, не нарушали все это дело. Вот это, я за это радуюсь, чтобы мы всегда находились под зорким взглядом. Тогда нам спокойно жить будет. А вот там, где нету, там газеты придавлены, интернет-издания придавлены, там, где не знаешь, что такое WhatsApp, там много событий происходит. Об этом мы слышим иногда. Ну, Егор Афанасьевич, с вашего позволения, продолжим о деньгах и о зорком взгляде. Да. Вы уже в процессе беседы, неоднократно, просто неоднократно упомянули о том, что сами зачастую становитесь мишенью для различных нападок, скажем так. Цитата в связи с этим. От 14 октября этого года просто с нескольких сайтов. Если раньше главе Республики Саха-Якутия Егору Борисову причиталось из бюджета 5,8 миллиона рублей, то теперь 8,2 миллиона. Рост почти на 42%, конец цитаты. Во-первых, позвольте собственную шпилечку такую, это в год или в месяц.
А во-вторых, правда это или нет, и что вы можете тогда ответить на это? Я сам удивился, почему Да. вдруг вроде зарплата не растет, и поинтересовался, почему вдруг такое событие произошло. Оказывается, это очень просто решается. Я много работаю и при этом забываю про свой отпуск. Вообще забываю. Вот я иногда, когда журналисты спрашивают, а чем вы дышите, чем вы отдыхаете, чем вы интересуетесь, а я живу работой. Это факт, это никто оспаривать не может. Потому что если вдруг один выходной останется какой-нибудь такой свободный, даже если в семье окажусь, да, я там начинаю террором заниматься. Я спокойно не могу. Вот они говорят, иди работай, это лучше будет для нас и для вас. Поэтому с этой точки зрения я раньше не думал, что надо каждый год получать полноценный отпуск. А оказывается, есть закон о том, что человек, который в течение 3 лет, если он должен вот эту компенсацию отпуска должен получить. Да. Но вы, понимая мой уровень зарплаты, и учитывая, что я 3-годичный отпуск накопился, я вынужден это принять, она отражается в фонде зарплаты. Вот и получилось так, что вот эта сумма отпускных, они добавляются к основной зарплате. И вот затраты, это разовая вещь. это разовая. Да, разовая. Поэтому что это по моей переходе выросло, но просто единственное скажу, да, у нас, например, растут затраты на командировочные. Я каждый год наращиваю наращиваю командировки. Потому что я без поездок жить не могу. Если я не посещу, например, Верхоянский улус, обижается, например, Тампонский улус, да? Если, это не только в обиду, но это речь идет о проблемах. Вот недавно съездил в Верхоянский улус, нормально съездил. Но надо было в Табалах съездить, это самый отдаленный населенный пункт. Там полгода никто не ездит. Дорог нету, ничего нету. Пришлось на вертолете слетать. А расходы. А керосин-то не дешевеет. Да. Поэтому Табалах прилетел, народ очень хорошо встретил. И проблемы, и достижения. Мне очень приятно, когда с людьми так встречаюсь. Несмотря на все разные проблемы, несмотря на разные разговоры, на разные претензии, на разные пожелания. Но мне надо ездить. Ездить надо в Москву постоянно. Бывают и такие случаи, когда оперативные совещания призываются федеральными органами. Прилетел президент, например, на Благовещенск, говорит, завтра утром быть. Приходится чартерный рейс брать, потому что пока доберешься, не доберешься, а это тоже затраты. Да. В этом тоже мы должны признаться, да. Об этом надо говорить. И все это, поездки нужны. Давайте продолжим тему транспорта. Вы заговорили о транспортных расходах, которые, действительно, нисколько не сокращаются. И буквально недавно авиакомпания «Трансаэро» оказалась на грани банкротства. И вообще в связи с проблемами в экономике такая ситуация с воздушным транспортом в стране, она достаточно критичная такая, да? На ваш взгляд, авиакомпания «Якутия» может ли повторить судьбу «Трансаэро»? Это раз. И продлится ли субсидирование перелетов от правительства республики и на полярных авиалиниях, и на рейсах Якутии? Я начну со второй части. То, что касается субсидирования, то внутрирегиональное субсидирование, внутриулусное субсидирование мы сохраним. Несмотря, про бюджет я рассказал, несмотря на приоритеты, большие задачи, потому что очень экономически обоснованные тарифы, с учетом особенностей нашей авиации, старой авиации, вертолетов, они очень дорогие тарифы. Поэтому мы субсидируем около 400 миллионов рублей по 2015 году дали. И люди, особенно с северной территории, благодаря том же Табалахе, когда прилетел, в летнее время летали вертолеты. И при том они компенсировались определенно по стоимости тарифа. Это очень важно. Мы это сохраним, постараемся наращивать. С точки зрения субсидирования центральных рейсов, то это правительство Российской Федерации в этом плане, в принципе, пока сохраняет. А мы ставим дополнительно к этому, с учетом приезда Нерадко недавно, что, например, с северной территории, если человек с Черска едет отдыхать в Сочи, то мы настаиваем, чтобы с Черска, Якутска до Сочи было субсидировано.
а у нас субсидируется с Якутска до Сочи. Вот поэтому эта работа мы сейчас, это называется сквозные субсидии, сквозные льготы. Вот это мы будем заниматься. То есть в следующем году это все? Да, в следующем году. Мы же сегодня поставили, что в следующем году имели в виду этот вопрос. Это мы уже давно ставим, но пока не поддерживается, но все равно будем добиваться. Что касается Якутии, то сегодня компания Якутия, это вообще авиационный транспорт для республики, это очень важная отрасль. Потому что без авиации внутри республики мы жить не можем. Это всем понятно. Поэтому, насколько возможно, мы свою региональную авиакомпанию полярной авиалинии поддержим, будем поддерживать. По приобретению самолета, по замене, по ремонту, по продлению ресурсов. А что касается компании Якутия, это для нас тоже очень важно. Не столько постольку, что эта компания возит наших людей, а столько постольку нам через авиакомпанию Якутии надо регулировать рынок по Якутии. Почему? Потому что когда мы участвовали на рынке Чукотки, Магадана и Петропавловска, когда наша компания обеспечивала полеты на Москву, вдруг приходят трансайеры и начинают демпинговать, специально демпингуют цены, то есть искусственно снижают цены, и нас оттуда вытеснили. Мы не могли, когда 10 тысяч рублей, условно, трансайер устанавливает билет на Москву с Чукоткой, с Анадыря, а наши 23 тысячи рублей. Разница очень большая. Мы не могли, народ к нам не шел. А потом, когда мы ушли, они резко подняли тарифы трансайера. И там, нет, как мы были, 23, а намного больше, 35 тысяч рублей, под 40 тысяч рублей. И тогда, чтобы такого не было у нас в Якутии, именно с Якутска, если мы компанию Якутию потеряем, то придет другая компания и начнет этим заниматься. Чтобы этого не было, мы компанию Якутию будем сохранять. Сохранять с точки зрения обслуживания не только магистральной линии, но и еще межрегиональные, то есть это речь идет Хабаровск, Приморье, там, тем более международные линии в сторону Китая, Кореи и так далее. Вот с этой точки зрения мы компанию будем поддерживать. Очень затратно, потому что затратно с точки зрения сегодня самолеты, которые обслуживают рейсы компании Якутия, они в основном получены под лизинг. Да. А под лизинг долларовый. То есть с прошлого года лизинговые платежи резко поднялись в 2 раза, почти 2 раза. Ну и с другой стороны, мы должны сделать так, чтобы компания укрепилась, у нее нет основных средств, потому что самолеты не в собственности находятся, они в собственности лизингодателей находятся, поэтому активов мало у компании, чтобы получать кредиты, финансовые текущие задачи решать. Поэтому будем заниматься еще и укреплением компании с точки зрения увеличения уставного капитала. То есть практически авиакомпания живет с оборота просто? Да, только с оборота живет. Да. При оборотах еще эффективность использования транспорта тоже очень сложная. Зимой 40% нагрузки, летом только стараемся это делать. Поэтому компания Якутии всеми правдами, неправдами будем поддерживать. Другая проблема воздушной отрасли – это реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта города Якутск. Многие якутяне беспокоятся, что крупные авиакомпании просто перестанут к нам летать, и вообще вследствие этого вырастут цены на билеты. Насколько обоснованы такие опасения? Не, но что касается перестали летать, это, наверное, неправильно, потому что сейчас Аэрофлот летает одним из самых лучших самолетов. А-310 – это крупнейший самолет. Они летают сегодня. А Трансаэро не летает, потому что обанкротился. Так, что касается S7, летает, так, поэтому летает. Это сейчас и в перспективе. А вот есть разговор, который мы сегодня ведем, потому что мы очень долго ставили вопрос о включении реконструкции полосы номер 2. Это новая полоса, на которой летают наши самолеты, включить программу федеральную. Мы добились этого, включили, и с 2016 года должны реконструировать, то есть улучшить состояние дел. Там все-таки идет определенный, ну, скажем, износ, ухудшение качества покрытия. Но если они сегодня поставят на реконструкции в таком плане, как они сегодня имеют, то есть они как должны делать? Если вот это 3 километра полосы,
и не 1/3. В этом году, ну скажем, в 2016 году, 1/3 в 2017 году, 1/3 в 2018 году должна отремонтировать. Вот на 2/3 обычно садятся самолеты класса Boeing 737, то есть маленькие самолеты, которые берут там 100 человек на борт. Суперджет там и так далее. В этом случае вот те самолеты, которые сегодня летают, они, конечно, не будут летать. А это возможно по технике безопасности вообще, если на части полосы ведется? Да, вот они такую технологию ремонта, реконструкции выбрали. Понятно. Я говорю, руководством встречаюсь и Министерство транспорта, и в том числе Нерадько, руководителем Росавиации, который на прошлой неделе приезжал, позапрошлой неделе. И мы обговорили о том, что такая позиция не подходит. Для нас не подходит. Потому что в летнее время за день в Москву летает более 1000 человек. Понимаете, очень много народу летает. И только в сторону одной Москвы. Поэтому нам нужны большие самолеты. Что надо делать? Ну, хотя бы класса не 330-го, а хотя бы 757-го Боинга. Так это 150-200 человек. Не 300, не 350. Вот тогда в этом случае нам необходимо, прежде всего, отремонтировать полосу номер 1. Это старая полоса, которая заброшена. Если ее отремонтировать, то в этом случае эти самолеты могут спокойно садиться, вот это большие, ну, средние, так скажем, самолеты, они могут спокойно садиться. В этом случае без нагрузки и Аэрофлот, и С-7 все могут летать. Тогда без нагрузки мы могли бы претерпеть реконструкции полосы номер 2. Даже ускорить. Не на 1/3, а половину закрыть, подремонтировать, половину в следующем году и закончить. Вот эту работу мы сейчас начали. С этим Нерадько согласился. Но здесь необходимо мне получить руководство страны. Цена вопроса минимум 4-5 миллиардов. А времени сколько потребуется на Ну, реконструкцию я трассы? думаю, за год-полтора справиться. Тогда мы немножко отодвинем. В этом случае мы можем договориться так, что та полоса еще на 300 метров должна продлиться, вторая полоса. Вот эту работу начали бы спокойно. Вот, поэтому позиция наша такая, мы так сейчас ведем работу. Спасибо за ваш ответ. Я думаю, закроем тему воздушных авиалиний и так далее. А поговорим сейчас о месторождениях. В середине сентября СМИ писали о противостоянии населения Ленёкского района, разработки одного месторождения компании «Алмаз-Анабар». Но дело в том, что они хотели вести разработку. По словам населения, на месте это является священным местом, священной землей для местного населения. Вот какой выход из ситуации, какой компромисс может быть? Мы ко всем недропользователям относимся одинаково, требуем одинаково, чтобы они соблюли те или иные требования законов. В частности, речь идет об экологической безопасности, речь идет об определенных требованиях подхода к освоению так называемых особо охраняемых территорий. Вот как раз этот случай связан именно с такой территорией. Мы одинаково ставим требования, чтобы перед тем, чтобы осваивать те или иные месторождения, недропользователи должны прийти и провести общественное слушание. То есть о своих намерениях они должны довести до общественности. Мы, так же, как и работа с общественностью в целом, мы требуем, чтобы и в таких крупных вопросах они занимались. Так делают все недропользователи. Так делают и Ростехнологии, они очень в том же Ленёкском районе также делали. Но никак нельзя пренебрежительно относиться к местным людям. Это касается и приезжающих недропользователей, это касается и наших. Но здесь получилось так, что у Матвея Николаевича, к сожалению, второй случай. Первый случай произошел тогда, когда он брал на территории Хангаласского улуса, напротив Ленинских столбов, в районе реки Синяя, он брал карьер. И то же самое, без общественного слушания, без ничего, взял, отвел себе участок и хотел это освоить. Этого нельзя было допускать. Там он получил определенный отпор, и он закрыл свой карьер. То же самое произошло здесь. Он не подобающим образом. У него 4 месторождения там, по 4 месторождениям. И, конечно, вошел в конфликт с местным населением.
надо всегда, при всех сложностях, при всех определенных проблемах, надо к людям обратиться. Я всегда говорю, обращайтесь к людям. Народ мудрый. Если хорошо убедить, хорошо рассказать, они поймут и поддержат. В этом случае они пренебрегли, и такое противостояние получилось. Но я не хочу, чтобы здесь на этой почве какие-то дальнейшие трения произошли. Поэтому я давал поручение правительству, чтобы отрегулировать и поговорить на эту тему. Егор Фанасьевич, прозвучали слова «нельзя пренебрежительно относиться к людям». Обеими руками. Просто подписываюсь под этими словами. Вот какой вопрос. Не могу не спросить. Компания по уничтожению санкционных продуктов вызвала в обществе достаточно бурный резонанс. Как вы лично относитесь к уничтожению еды? Вот к этому решению правительства Российской Федерации. Блокадники, живы многие. Детские дома есть в стране. Надо ли так кардинально решать этот вопрос? Понимаете, с какой точки зрения подойти, в таких случаях говорят. Конечно, еду уничтожать – это грех. Но, с другой стороны, есть такие понятия, которые связаны с противоречием законами. В частности, речь о чем идет? Принято решение, что реагировать на санкции западных стран и принять решение такими же мерами, как бы противостоять этим санкциям. И принято решение из тех стран, которые на нас давят, то, что поступает, от них отказаться. Искать другие альтернативы. Здесь уже подключились другие силы, которые всегда, по всей вероятности, шли противовес закону. Здесь подключены больше коррупционные схемы. То есть они привозят, нам говорят, что это кетчуп или это продукция из стран, скажем, Ближнего Востока, с которыми у нас вроде отношения нормальные. А по факту получилось так, что из той же Голландии. То есть мы поддерживаем то, что сами принимали решение противопоставить, и при этом через коррупционные схемы попадает та же продукция. То есть здесь речь идет... Отбери, накажи рублем. Да, но здесь получается так, что эти люди реализуют свою коррупционную схему в этом случае. Да. При любых случаях. Бери, не бери. Если реализовано, то же... А мы сегодня поставили перед собой такие схемы, вообще с корня снимать. Вот и уничтожение, по всей вероятности, связано именно с таким подходом. Я другого не вижу. Егор Афанасьевич, такой вопрос маленький. Если бы мы голодали, если бы мы чувствовали, что от этого страдают люди, будут голодать, тогда еще можно было подумать, через какие механизмы ее приватизировать, национализировать государство, а потом... И реализовать. Да, тогда государство становится участником этих схем. Поэтому принято решение вот такое. Ну, реализовать, отдай в Донбасс, в конце концов, отдай еще куда, мало ли куда можно это реализовать. Тогда национализировать надо. Да, но этого мы не стали делать, мы просто уничтожаем. Согласен. Если бы был бы закон национализировать, а потом использовать по назначению, а там написано было уничтожить, чтобы эти схемы не работали, чтобы доходов не было. Спасибо. Я предлагаю закрыть эту тему. Санкции, политики. Поговорим о приятном, о спорте. Давайте. Да, якутские спортсмены очень радуют нас. В 2016 году Якутск примет 6-е международные игры «Дети Азии». Хотелось бы узнать, будут ли еще игры «Дети Азии» на нашей земле проходить, потому что... Конечно, будут. Будут. Было озвучено, что в 2020 году другая страна уже. Мы предлагали, это тоже, честно вам скажу, что наши игры показать азиатским странам, не только у себя в Якутии все это делать. Мы предложили, что через игры, то есть в Якутске провели, потом через 4 года в другой азиатской стране, а потом вернуть в Якутск, потом опять через... Вот такую систему мы предлагали, чтобы распространять по Азии. Вот эта схема была предложена господину Ахмату Сабаху, президенту Олимпийского совета Азии, очень авторитетному человеку в мире спорта и человеку, который имеет очень большое влияние. И благодаря его мы сегодня
получили благословение именно Олимпийского совета, Международного олимпийского комитета. И с точки зрения поддержки нашего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, эти игры становятся каким-то брендом не только Якутии, но и теперь уже и России, и теперь азиатских стран, Олимпийского совета Азии. Это очень важный момент. Но насчет спорта я скажу, что правда у нас очень хорошие события сейчас происходят. Буквально несколько дней назад мы получили путевку, персональную путевку на Олимпийские игры Василия Егорова, боксера. До этого мы получили еще одну путевку для российской команды по вольной борьбе. Виктор Лебедев завоевал. То есть сегодня продолжается эта работа. Вот мы надеемся, что Аял Лазарев сейчас, еще ему три момента есть, где может участвовать и добиться путевки. Руководство республики в этом плане очень активно работает с федерациями. Хотим поддержать, я лично контролирую за этими событиями. Это важная веха для якутского спорта. Потому что то, что мы делаем для развития спорта, то, что мы вкладываем, они же должны давать результаты. И вот они сегодня дают результаты. Вот это мы хотим доказать, что якутянам надо больше заниматься спортом, чтобы мы в будущем имели еще больше таких успехов. Но планка очень высокая. Я правду скажу, если многие страны мечтают попасть на Олимпийские игры, на чемпионаты мира, мы уже давно на этих чемпионатах участвуем. Многие страны, которые попали на этих Олимпийских игр, когда мечтают получать медали олимпийские или чемпионата мира. А мы имеем давно уже 50-летней истории олимпийских чемпионов, чемпионов мира. Поэтому планка у нас высокая. Если мы попадаем на Олимпиаду, то вдруг наши все зрители говорят, только дай золотую медаль. Вот Егоров Вася занял впервые, поехал на чемпионат мира, занял 2-е место. А мы все смотрели, свидетели были в Дахсуне, более 2000 зрителей было. И вдруг, когда он стал, хотя я знаю, что он выиграл, я видел, что он выиграл, но судейство есть судейство, дали другому. Но при этом, когда он серебро получил, все разочарованы. Но это же величайшая победа. Это просто уникально в истории Якутии впервые. Поэтому у нас планка высокая. Поэтому к этому, это хорошо, мы стремимся к этому. А вы собираетесь посетить Олимпийские игры в Бразилии? Но поддержать этих желание есть, спортсменов. возможности посмотрим, получится, не получится. Понятно. А ваш внук будет принимать участие в «Детях Азии»? Посмотрим. Если здоровье позволит, конечно, постарается. Мы сегодня затронули большое количество очень актуальных и действительно общественно важных вопросов, актуальных для каждого якутянина. Но вот для вас, Егор Афанасьевич, что самое главное в жизни? В моем представлении. Да. Ну, во-первых, уверенность. Во-вторых, я всегда обращаюсь, это ответственность, моя личная ответственность, ответственность каждого из нас. Ответственность – это двигатель всего. Так, и в-третьих, конечно, это оптимизм. Я Якутию 30-е годы 21 века, 50-е годы 21 века, я вижу, каким должна быть Якутия. Я хочу, чтобы все видели это. И чтобы мы занимались и участвовали в построении вот это видение, которое мы хотим получить в 30-е, 50-е годы республики. Вот это я хотел бы сегодня подчеркнуть. Егор Афанасьевич, спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. Как всегда, разговор с вами был очень интересный, и время за беседой пролетело просто незаметно. Для нас, во всяком случае. Конечно. Надеюсь, это не последняя наша встреча. Да. Спасибо. Сегодня о главном мы говорили с главой Республики Саха-Якутия Егором Афанасьевичем Борисовым. Всего доброго!